Октябрь абайныркны жейзінза Москвы мепысуна жибежпе жыларбжаратпе алыц куртшырга куцахту тагалан. Уй алахунхан жибежбахюнт караркан залыз чырызгыз анаплакква. Апыза министр Артур Амкваба журналист чырзиме пига зайк пылара чадырза атгылайт, ари ачырга куцалцшва кварту. Жыларбжаратпе казша змори ачырга куцапхядзуб зигире хазымчхактбау, а аглых разнапала кора алыца чырга ранавсиги адзырга разалшара хирму акакуна. Апыза министр Артур Амкваба журналист чырзейтехит уй сынпешиме пысуазату. Убрианя сгуйти тахту тагалан Яла хузап сона плакквар хапхядзара, запхпи асте шейхази айткалани ухузар, урт випшиған. Ариаюза чырга куцакуречка арепшрыла хухарагецак дома пхазильвет апаза министр. Ярубасги уязгуетит сынпи чырга куцазалыц курабжари шиказ, рабхядзакуна вах и наргазге. Это очень интересная площадка, но количество участвующих в нашей компании тоже выросло, не рекордно, но растет. Что приятно отметить, это говорит о том, что продукция, которую выпускают в Абхазии, по качеству и количеству она стала больше, чем была. Хочу сказать, что это на самом деле очень нужное дело. В этой связи я думаю, что наши компании достаточно успешно поработали там. Включены поставки на наши напитки и другую продукцию, в том числе касающиеся новой продукции, которую мы туда представили. Представили мы консервную продукцию, в том числе варенье с фихуа. Это новый вид продукции. ИП Квициния, молодая девушка, кстати, она представила тоже новую продукцию, асацбал, которую она производит. И производит это в селе. Нам это нравится. Хочу сказать, что мы получили гран-при и получили достаточно много золотых и серебряных медалей. То есть качество нашей продукции еще раз подтверждено высокими наградами. Но если в целом по стране сказать, что за это время происходит, у нас экспорт нашей продукции увеличился. Я думаю, что мы выйдем на 4 миллиарда рублей. Это большой рост. Это примерно, наверное, будет на уровне 80-100% увеличения того, что было. Хочу при этом вам сказать, что это не за счет только увеличения цен. У нас есть определенное увеличение цен, а за счет расширения самой линейки поставляемой продукции и качества продукции, потому что имеет спрос. То есть наша продукция становится все больше и больше конкурентно способной. Нас это радует. В этом деле принимает большое количество молодых предпринимателей. Государство обязательно будет помогать. Мы сейчас там небольшие вопросы поставлены, в том числе по налогообложению. Мы здесь их рассмотрим и окажем содействие в развитии экспортных поставок. Да? Еще одну цифру я хочу вам привести. Если у нас товарооборот составлял, есть определенный товарооборот, чтобы наши зрители могли понять, если он составляет 100%, то, что мы продаем и покупаем, составляет 100%, то 88% принадлежало иностранным компаниям, которые продают на нашей территории товарооборот. Сейчас эта цифра снизилась примерно на 9-10%, и нас это тоже радует. То есть мы увеличили поставки своей продукции. Конечно же, хорошо было бы, если, скажем, было бы 40 на 60, то есть 40 мы поставляем, 60 нам поставляют. Это цель, к которой мы хотим двигаться. И это еще говорит о том, что мы идем по пути, когда мы сами себя можем содержать, наша республика, на выпускаемую продукцию и получаемые за это нналоги, дивиденды, есть возможность развиваться. Мы с вами об этом неоднократно говорили. Нынешняя власть во главе с президентом ставит задачу, чтобы мы могли выйти на вопрос, когда российская помощь будет нам оказана, но чтобы мы могли сами за счет развития промышленности, оказания услуг
могли иметь тот бюджет, который мы хотим иметь, бюджет развития. Это большая цифра, тем не менее мы хотим ее достичь. Конечно же, сегодня нам оказывается безвозмездная помощь Российской Федерации, она еще долго будет оказываться. Я хочу, имея случай, еще раз поблагодарить Российскую Федерацию, ее политическое руководство за то, что она помогает Абхазии. Вместе с тем, наша цель сделать так, чтобы мы свои вопросы решали сами. Ярубасгьы апыза-министр иҳәеит иус утныҟәара иалагӡаны Урыстәылатәи афедерациа аиҳабыра рхаҭарнакцәа иара иреиԥыларақәа шымҩаԥысыз. Убри аан Артур Амқәаб иазгәеиҭеит Аԥсни Урыстәыла реизыҟазаашьақәа ԥхасҭахеит ҳәа ауаажәлар рыбжьара иҟоу ацәажәарақәа шиашам. Урҭ аиԥыларақәа рҿы ирзааҭгылан атәанчахәи аулафахәи рызҵаарақәа. У меня были встречи правительства Российской Федерации и в администрации президента. Встречи проходили в дружеской обстановке, в теплой обстановке, мы друг друга хорошо понимали. Хочу сказать, что очень много здесь иногда инсинуаций, что Российская Федерация там руководство с нами не хочет там, в смысле, дружить и все остальное. Я имею в виду с нынешним правительством. Абсолютно неправильная постановка. Договора, которые мы заключали, они требовали достаточно серьезной проработки этих вопросов. Кстати, я сейчас не в упрек, но хочу сказать, что те, которые нас критикуют, что мы долго прорабатывали эти вопросы, а мы их на самом деле достаточно тщательно прорабатывали, потому что даже в деталях, в смысле интересы, национальные интересы нашей республики, они должны быть оставаться национальными интересами нашей республики и прописаны до конца, чтобы не было никаких, в смысле, ошибок или возможных недоразумений. Российская Федерация к этому относится нормально, согласна с этой постановкой вопроса. А с другой стороны, если принять ситуацию, которая находится вообще и мир, и Российская Федерация, конечно, достаточно много и сложных проблем, которые надо сегодня решать. И практически там каждая копейка, я думаю, что стала на счету. Но есть одна особенность, что никто не отказывается, в смысле, начать эту программу. Мы надеемся, что она начнется скоро. И при этом, если, как правило, в смысле, в самой Российской Федерации, да, и в других государствах, если ты не по каким-то причинам выделенные деньги не осваиваешь, то их, как правило, не переносят на будущий год. В нашем случае все деньги, которые были запланированы, мы начнем в этом году, но будут перенесены на следующий год. Есть вопросы, конечно, к нам, к нашему правительству, которые говорят, что вы взяли обязательства, не до конца их выполнили. Мы выполним взятые обязательства, но из того, что я вам сказал, задержка не из-за нас идет, есть объективные причины, и мы частично повысили заработную плату в регионах, в некоторых, и у нас в плане она не уменьшается, в смысле, как сколько было денег, столько и будет выделено. Речь идет о абхазской пенсии и заработной плате. В этом меня еще раз заверили, что взятые обязательства обязательно будут выполнены. То есть, когда мы получим деньги? Я думаю, что в течение этого или начала следующего месяца. Такие вообще были. У нас в 2012 году тоже такая была ситуация, и деньги потом были выплачены. В этой связи я уверен, что Российская Федерация решит эту проблему. Я речь веду как раз о повышении, в смысле, пенсий и заработной платы. Апыза-министр журналистцәа рызҵаарақәа рҭакқәа ҟаҵо иҳәеит гәцарак рашаҭо ауааԥсыра ргәабзиара агәаҭара, уи азы иаахәан еиҭаҵуа ахәышәтәырҭа агәаҭаратә комплексқәа. Ауааԥсыра ргәабзиара за информациа аиура иалнаршоит ачымазара заа аилкаара еиԥш, уи ирласынгьы ахәышәтәра, иҳәеит Артур Амқәаб. Иара убасгьы апыза-министр далацәажәеит аҭаацәара ҿыцқәа ԥызҵаз ауаа нхарҭа ҭыԥла реиқәыршәара азҵаарагьы. Иазгәаҭан уи аганахь аҭагылазаашьа шыхьанҭоу ахаҳәынҭқарра хада иҟынтә адҵа шыҟоу шықәсқәак ирылагӡаны анхарҭа аиура
апроцедуразы агәаран иқәгылоу зегьы ацхыраара рыҭаразы. Ари азҵаара аҭыԥ ақәҵаразы иааиуа ашықәса змацара бюджетаҿ иарбоуп 1 миллион мааҭ. Мы обязательно будем им помогать. И еще есть одна программа, это тоже связанная с жильем или там выделением земельных участков и оказание помощи офицерам не только армии, но и милиции, всем остальным офицерам, которые уходят в запас. Если у них нет жилья или они хотят переехать, тоже будем помогать и выделять земельные участки. И, конечно же, помогать строительными материалами в дальнейшем. И все то, о чем мы с вами говорим, для того, чтобы можно было приобрести жилье. Хочу вам сказать, что даже не имея в смысле инвентаризации земель, мы можем определять, где люди могут жить. Это особенно там, где люди жили, по каким-то причинам уехали. У нас таких мест много. Потом еще у нас есть определенные недострои, там, разрушенные помещения, и это все можно использовать. Но мы с вами были свидетелями, когда там 12 молодых семей, недовольны в смысле тем, что они не имеют, вошли в дом, в котором сказали, что им от отчаяния они вошли, они не специально вошли, в смысле, хотя грубо нарушают существующие законы. Мы им напомнили это, они вышли. И мы будем решать, в смысле, вот такие, чтобы не допускать, будем решать эти вопросы. Это сложные вопросы. Тем не менее, мы на себя берем такую ответственность, что с этого года не было, у нас же не было программы «Молодые семьи». Мы начинаем, в смысле, выстраивать эту. Конечно, это очень сложная программа, тем не менее, мы берем на себя такую ответственность, начинаем выполнять. У нас еще есть программы, уже существующие программы, где, в смысле, инвалиды, да, войны. Это те программы не остаются в силе. Мы добавляем новую программу. Тяжело, но тем не менее мы хотим их выполнить. Апыза-министр дрылацәажәеит аилакқәеи аусбарҭақәеи ргәаҭара зымҩаԥысуаз аусурақәа ртәгьы. Иара убасгьы аиҿцәажәара ҳәаақәа рҭагӡаны рҭакқәа ҟаҵан ажурналистцәа егьырҭ рызҵаарақәагьы. Елана Лашәриа, Эльдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра.